В ассоциацию Лайфонд поступили множественные сообщения с вопросами о ситуации двух наших соотечественников, которым угрожает депорт из Австрии в Россию. Речь идет о Адаме Сайтаеве и Висите Дидигове. Тревожная информация по Дидигову к нам поступила 19 марта. Я и наш юрист связались с адвокатом Дидигова, а также с самим Дидиговым. По имеющейся у нас на сегодняшний день информации, Дидигов получил на руки решение о требовании незамедлительно покинуть Австрию. Данное решение было обжаловано, но оно уже вступило в силу. В данный момент Дидигов находится в тюрьме. Его освобождение запланировано на 25 марта. Вероятно, Дидигова не отпустят на свободу и не приведут депорт в исполнение, а переведут его в другую тюрьму, точнее говоря, в депортационную в тюрьму. Адвокат Дидигова прогнозирует, что по причине распространения коронавируса и мер борьбы с ним депортация в ближайшие недели не случится. По мнению адвоката Лайфонда, невозможность депортации чеченцев в Россию может затянуться до 3 месяцев. Несмотря на то, что шансы предотвратить депортацию Дидигова очень слабые, появившееся дополнительное время является преимуществом в данном деле. Нам также стало известно от самого Дидигова, что он не состоит ни в федеральном розыске Российской Федерации, ни в международном розыске Интерпола. В данный момент адвокат Лайфонда ведет коммуникацию с адвокатом Дидигова о дальнейших действиях и возможностях предотвращения депортации. Ассоциация Лайфонд подтверждает, что в России Дидигову грозят незаконные преследования, несправедливое заключение, унижение, пытки и даже смерть. Что касается Адама Сайтаева, то в ближайшее время вопрос о его депортации или экстрадиции в Россию не поднят. По словам адвоката, прокуратура Австрии запросила информацию по Сайтаеву у ФСБ России. Его задержали по инициативе австрийской полиции, а не по запросу России, как мы думали ранее. Адвокат Сайтаева на данный момент не видит причин для переживания возможной депортации Сайтаева в Россию. Я хочу напомнить, что Сайтаев является абсолютным инвалидом, не имеющим зрения на 100%. Ассоциация Лайфонд взяла оба эти дела под свой контроль, и мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы международные права наших соотечественников не нарушались. Ассоциация Лайфонд будет продолжать коммуницировать с адвокатами Дидигова и Сайтаева и оказывать всевозможное сотрудничество и содействие в этих делах.